Добрый день, уважаемые жюри и участники конференции. Меня зовут Ахолко Александр Регов, ученик 9 класса детской сержантской школы имени Захара Прокопьева-Савина. Мой проект «Батарейка. Польза или вред?». Актуальность. Для республики, как двигателя нашей страны, проблема охраны окружающей среды актуальна. Одной из важнейших проблем является утилизация и переработка мусора. Для решения данной проблемы во всем мире работает огромное количество ученых, разрабатывающих новые технологии, но, к сожалению, в нашей стране, в нашем регионе, проблема утилизации мусора остается острой. Актуальность. В современных условиях научно-техническое развитие. Не все знают, как утилизировать обработанные батарейки. Цель. Выяснить влияние использованной батареек на окружающую среду и здоровье человека, а также правильно утилизировать батарейку. Гипотеза. Предполагаем, что использованная и неправильно утилизированная батарейка наносит вред окружающей среде. Задача. Изучить из первоисточника. Задача. Изучить из первоисточника информацию о батарейках. Перевести акцию батареи спасти планету. Провести эксперимент по влиянию состава батарейки на окружающую среду и здоровье человека, а также сбор использованных батареек. Методы. Анализ материалов, анкетирование, эксперимент. Новизна проекта. Данная работа может каждому из нас внести практический вклад в управление утилизацией использованных батареек. Ожидаемые результаты. Масса проектов может многим жителям нашего села понять, что использованная батарейка, выброшенная с другим бытовым мусором, оказывает вред окружающей среде, стабильно относится к окружающему миру. Аудитория. Ученики СОЖ, родители, учителя, общественность. Срок реализации проекта 2020-2021 учебные годы. Риски неосознанных участников проекта, жителей Наслега. Первый этап. Из первоисточника я узнал. Батарейка – это химическое устройство. Они содержат цинк, медь, ртуть, свинец, никель, марганец, литий, кадмий и серебро. В основном все эти элементы токсичны и опасны. Батарейка – это химический источник электрического тока. Где используются батарейки? Батарейки используются в часах, пультах, мобильных устройствах и разных приборах. Чем опасны батарейки для человека? Несколько накапливается в организме и поражает почки и нервную систему. Кадмий вредит легким, накапливается в печени, в почках, костной ткани, провоцирует рак. Ртуть поражает мозг и нервную систему. Электрическая ртуть – это яд. Никель с цинком могут вызвать дерматиты. Второй этап анкетирования. Было опрошено 5 респондентов. Анализ результатов опроса говорит о том, что большинство респондентов совершенно не знают ни о правильном методе утилизации использованной батареи, ни о вреде и опасности, которые они несут. Третий этап. Эксперимент по влиянию батареек на живые организмы. В первом эксперименте мы использовали 2 стакана воды, наполнили их водой. В одном из них разбили батарейку, после чего в ней образовался темный осадок. Во втором эксперименте мы использовали семена огурцов. В первый день мы посадили их в чашки Петри по 5 штук. После чего налили в них обычную воду из-под крана и воду из первого эксперимента. Через 5 дней некоторые из них проросли, но батарейка в пробирке номер 2 чашки в Петри, где использовалась вода из первого эксперимента, некоторые даже погибли. После чего мы решили посадить их в рассады. После чего мы там наливали воду из первого эксперимента. После чего некоторые из них погибли. Эксперимент с черенками колюса. В первый день мы посадили обычную воду из-под крана и воду из первого эксперимента черенки колюса. Через 7 дней воду из первого эксперимента с черенками колюса ослабла, листья упали, она завяла и в итоге погибла. Четвертый этап. 2016 год в России объявлен годом добровольца и волонтерства. Первое. Работа в школе в селе. Проведены акции «Сдай батареи, спаси планету». Второе. Героическое посвящение школьников, населению через выступления, буклеты, видеоролики, плакаты. Пункты сбора использованных батареек в селе Мухтар. Это есть 2 пункта приема. Магазин Чарон и детская СОЖ. Как утилизировать батарейки? С 2012 года в городе Челябинск заработал пока единственный завод в России по переработке батареек и аккумуляторов, оживший свой срок. Этот завод имеет свои пункты приема в 24 города, в том числе и в Якутске. ТС «Алампа», магазин «Палочка», ТС «Планета Электро», ТРК «Азия». Пункты приема «Планета Электро». Я принес 2 пластмассовые емкости по 5 литров. Один весит 1,8 кг, а другой 7,5. После чего мы положили их в пункты приема «Планета Электро». Заключение. По итогу теоретического экспериментального этапа проекта мы можем утверждать, что наша гипотеза подтвердилась. Неправильная утилизация, наша гипотеза подтвердилась. Неправильное утилизирование батарейки действительно содержит химические вещества, которые социально влияют на окружающую среду и на здоровье человека. А также мы выяснили, что в нашем регионе существует проблема с утилизацией использованной батареи, так как мало пунктов приема осуществляет свой срок батареи.
С 2021 года я и мои одноклассники провели в школе и селе акцию «Дай батареи, спаси планету». Установили пластиковые емкости для здания школы и в магазине «Чарал». Сборы батареек по мере заполнения отвезли их в пункты приема города Иркутск. Провели экологические тесты для части школы в своем селе «Не загрязняй». Экологическая программа для части жителей села. Создали видеоролик, видеорекламы, информационный бюллетень о батарейках. В апреле 2021 года в рамках недели экологии мы планируем организовать выставку рисунков «Не выбрасывай батарейки, сохрани природу». Также наши жители села провели возможность здесь свой практический вклад в охрану окружающей среды. Достаточно не выкидывать использованные батарейки в мусорное ведро, а собрать их и перенести по указанным адресам ТС ЛФК, Планета Электро, ТРК Азия и другие. Спасибо за внимание.